Здравствуйте! Итак, 5-й урок, и мы с вами сегодня поговорим о прошедшем и будущем времени. Рассмотрим уже знакомый нам глагол «кушать» ашарга. Давайте повторим. Ашарга – мин ашаем, хин ашайхам, ул ашай, бет ашайбет, хед ашайхагат, улар ашайдар. Обратите внимание, что буковка «м», которая есть в местоимении, также повторяется в самом глаголе. Мин ашаем, хин ашайхам, бет ашайбет. Здесь даже похоже на само местоимение. Хед ашай хг, и улар ашайдар. Итак, прошедшее время. Прошедшее время формируется следующим образом. Мин ашаным. Я поел. Мин ашаным. Хин ашаным. Ты поел. Ул ашана. Она поела. Ул ашана. Он поел. Бед ашанак. Мы поели. Бед ашанак. Хед ашаныгы. Вы поели. Хед ашаныгы. Улар ашанылар. Они поели. Улар ашанылар. Будущее время имеет такую форму. Мин ашая сак мын. То есть вот эти вот буковки сак частица формирует будущее время в данном случае. Мин ашая сак мын. Я поем. Хин ашая сак хэн. Ты поешь. Ул ашаясак. Он поест. Бед ашаясакбыт. Мы поедим. Бед ашаясакбыт. Мы поедим. Хед ашаясакхагат. Вы поедите. Хед ашаясакхагат. Вы поедите. Улар ашаясак. Они поедят. Здесь можно использовать и немного другую форму ашаясактар. Но поскольку мы с вами изучаем башкирский для понимания, то, естественно, выберем более простую форму. Она такая же, как и в единственном числе, то есть и для единственного, и для множественного числа будет одна и та же форма будущего времени. Ашаясак. Улар ашаясак. Хотя можно сказать ашаясактар. Спасибо. До свидания.